Здравствуйте, меня зовут Волкова Елена, я родом из Болезино, говорю, с Ижевска. Выросла здесь, училась здесь, в институт в Глазов поступила, а потом вышла замуж в Болезино. Так я оказалась в Болезино. Так, потише, господа пчеловоды. Да. Муж мой пчеловод третьего поколения. Вот. Когда дети выросли, к пчеловодству стала больше приобщаться я. И по своей натуре такой человек я. В общем, революцию внесла и в это пчеловодство. Мы начали дальше шире рассматривать это. Не только вот мед и пчелы, да, выкачали, уехали. Вот, стали больше наблюдать за пчелками. Появился однажды, пришла, постучала в наш дом Рашида, она приобретала уже мед. Пришла к нам и говорит, вот у нас собираются люди, которым интересно больше узнать о пчеловодах, о меде. Вы бы туда не пришли на эту встречу? Я мужу говорю, пошли. Он говорит, да нет, что я там не видел, кого я там не слышал и так далее. А мы уже к тому времени уже купажировали мед, уже потихонечку, то есть с медом, с пергой, с прополисом, с забрусом, с пергой и так далее. И делали настойки из восковой моли. Я ему говорю, ну пойдем расскажем людям, я тебе это все красиво упакую, и мы расскажем, что у нас есть, может быть, чем-то они поделятся. Вот так нас Рашида пригласила на первое заседание. Было интересно. Потом нас пригласили уже, я и педагог по образованию, меня пригласили на встречу с детками в библиотеке, мы им рассказывали. Они вам расскажут, вы говорите, как их привлекать. Вот, например, на наших заседаниях дети, 2 класс, 1 класс, они рассказывали мне больше, чем я могла им рассказать. А у меня у дедушки есть, а у меня папа занимается, у меня это. Я им задаю вопрос, они хором могут ответить на это. Поэтому, может быть, вот подростковое поколение или дети 17, 18, 19, которые потребительское отношение уже воспитано у них, да, больше. Погибшие люди. Да, они не хотят ничего делать, они хотят только получать. Я еще мужу, у нас дети тоже сначала к этому, я говорю, вот когда они увидят, что там есть деньги, может быть, когда они увидят, что там можно зарабатывать, как-то интересно, тогда, может быть, они к нами присоединятся. Вот. А маленькие детки, им, правда, все интересно, они все хотят поковырять, попробовать. Интерес нужно только у них пробудить. Когда стали мы рассказывать в ЦСО, ходить про наш клуб, про нашу продукцию, они же тоже как детки, пенсионеры. Поэтому я дочери говорю, нарисуй мне картинки. Вот благодаря этой книге, желтенькой, да? Юминова, да, Юминова. Я ее прочитала всю, мне очень понравилось. У нас есть. Да, у меня у самой родилось желание написать книгу, только уже большую, в картинках, чтобы... Я всегда говорю на встречах, когда приходим, вы вот знаете, что есть жужжащая пчела и есть мед. Какая связь между ними? Вы даже не представляете, что пчелка живет всего 30-40 дней, и ценой своей жизни вам это все дает, вы тоже не знаете, поэтому не цените ни труд пчеловода и всегда говорите, что мед очень дорого стоит. Я вам сейчас расскажу, как это все происходит, я им говорю. И вот я показываю, что вот пчелка рождается, ее влетный состав только на 3-ю неделю. И вот это вот все, когда начинаешь им рассказывать, что такое, как они вот на лапах эту пыльцу приносят, потом как ферментированную слюной утрамбовывают ее, и получается перга, вот эти колбаски. Когда им все потихонечку так начинаешь, что деткам, даже у взрослых людей открываются глаза, потому что, ну, они этого не знают, и взять им эту информацию негде, а специально читать уже никто не хочет. Вот. И постепенно, и тогда у них уже в этой доверительной беседе, когда они видят, что мы работаем, что мы приглашаем на пасеку. Пчеловоды же боятся пригласить на свою пасеку, инфекцию занесут, сглазят, еще что-то. Я говорю, а мы наоборот, мы продали дом в Болезино, и мы уехали совершенно в глухую вот эту деревню Веркестен, в которой всего 20 дворов, мы живем теперь только там, потому что разрываться невозможно, работа другая, я еще и астролог по образованию, не увлекающийся, профессиональный астролог. То есть тут надо сходить на встречу, тут нужно сделать гороскоп, и все это ездили туда-сюда, решили, вот на месте, вот есть пасека, мы всегда с нашими пчелками, они всегда с нами. Приглашаем туристов к нам. Мы можем показать вам, как это, говорю, завораживающее зрелище, допустим, когда выходит, рождается пчела. Какая она маточка, никто не знает. Как трутни вообще, кто это такие, как по осени пчелы выгоняют из своего гнезда, да, не пускают их обратно. Это тоже интересно, завораживающе, слушать и смотреть. Вот. Приезжайте, говорю, вы к нам, мы это все покажем, расскажем. К нам туристы приезжают, у нас есть гостевой дом, отдельно стоящий, мы их приглашаем, чай с травами и медовой продукции, дегустация всей нашей медовой продукции, какая есть. Они все пробуют,
смотрят, что нужно, понятно, выбирают. Я это все делаю только с той целью, чтобы продать. Это естественно, раз мы только этим и живем. Вот. Кроме купажированного меда и спиртовых настоек, мы делаем, вот очень многие сжигают эти порошки, да, прополисные. Я у вас их куплю. Давайте, если у кого есть, сколько нужно. Потому что мы научились из этого делать продукцию. Мы очень широко про это рассказываем. Это работает. Секрет пока говорить не буду. Давайте мне порошки. Да. Мы делаем прополисные петушки. Например, это старинный рецепт жженый сахар. Мы туда добавляем не нативный прополис, не тот, который вот соскребли, да, и туда. Мы сначала делаем спиртовую вытяжку из него, потом его выпариваем. Я в том плане, что я говорю, надо сделать нам прополисные лейкопластыри, наверное, послеоперационные вот это вот. И раз такой нативный, он может быть не совсем чистый, стерильный, да, где-то мышка может пробежала, где-то что, а мы должны дать гарантию. Поэтому мы его сначала делаем спиртовую настоечку, потом вытяжку. И вот уже это добавляем и в петушки, и в прополисные мази, и в прополисные настойки. Вот. То есть прополисные петушки у нас уходят всегда очень быстро, только очень долго делать, потому что формочки маленькие. Я варю медовое мыло. Мы научились уже делать прополисные свечи от геморроя, от простаты, от запоров и так далее. Женские свечи вагинальные, тоже там прополис и только масло какао. То есть противовоспалительный спектр очень большой. Когда вот беседуешь в большой компании, все вроде бы тихонечко потом начинают меня отзывать в сторону, мужа, а вот у моей жены и так далее. И ко всем находится, что предложить из нашей продукции. Мы научились делать нынче трутневое молочко. Ну, мало того, что делать, мы, может, у вас, конечно, у всех есть такой опыт, стимулировать пчелу для того, чтобы они больше засеяли трутневого засева. Это сложно сделать, не все семьи поддаются. У нас получилось. А трутневое молочко, перемешанное с медом, почему я говорю, что нужно с медом пить всегда, не глотать ложками, а в водичке растворить на голодный желудок, тогда быстрее всасывание идет в организм через кровь и пользы намного больше от медовой продукции. Вот трутневое молочко с медом, оно у нас есть, пользуется тоже большим спросом. Концентрация какая? Концентрация какая, не могу сказать точно, потому что это муж занимается, вот сколько он там, да. Нету стандарта, там 4-6%. Где-то 5, наверное, да, средний, что такое, да. Держим его только в морозилке, когда перемешали с медом по заказам, тогда уже очень хорошо лечит импотенцию, лечит бесплодие и отлично срабатывает, когда уже в зрелом возрасте есть переломы и сложно идет сращивание костей. Тогда биологические процессы запускаются и все происходит быстрее, лучше. Вот. Ну что еще у нас? 250 рублей взнос, это что туда входит? 300. 300, тут 250 что написано, да. 300 рублей это очень мало, потому что... Нет, сейчас я расскажу, да, вот они... Входит? Это вообще у нас места силы, кто-нибудь знает, что такое места силы? Окраины какой? Лошадиная сила. Да, лошадиная сила, знаете. Ну, раз уже затронули эту тему, я ее немножко так обхожу, потому что не все готовы это слышать. Почему? Раз уже я столкнулась с астрологией, это совершенно другой язык, совершенно другая наука, мышление, но это работает. Астрология работает на 1000%, на 3000%. Спорить с этим я не буду, кому интересно, подходите, спрашивайте. Но я понимаю, что есть другие иные тонкие миры, другая энергия. Это вообще даже вот обмен моего труда, да, как пчеловода, и деньги, которые дает мне покупатель, это тоже обмен энергией, моей затраченной, да, и его. Это всегда, то есть всегда есть встреча интересов, обмен энергией у людей. И эти энергии работают настолько мощно и сильно, просто надо научиться этим пользоваться. Это легко. Это легко сделать каждому. Я всегда на встрече говорю, даже не ко мне вы обращайтесь, к другому астрологу. Или то, что я учу, поработайте с водой, поработайте с таблеточкой, не пейте вы ее бессмысленно и так далее. Мы открыли места, они есть, наверное, и здесь, они везде есть. Место силы – это некий разлом земной коры по тем или иным причинам, где выходит другая энергия. И деревья первые про это показывают.
приглашали себе энергеты и с магнитами, и с чем только у нас там это не изучали. Если прозвучало слово аркаим, значит вы знаете, да, у нас места есть, которые в 2000 раз сильнее, чем на аркаиме. Это проверено не мной, это уже люди заинтересованные приезжают делегации, которые говорят, мне даже вот к этому месту подходить не надо, я уже чувствую, что фонит, я вот здесь постою, отдельно помедитирую и так далее. Приезжают туристы вот именно по местам силы. 300 рублей пока у нас это стоит, но это не соответствует той энергии, которую мы на них затрачиваем, мы потом лежим как выжатые лимоны, потому что не стоит. В общем, они сначала, мы поем горячим чаем с травами, вот они медовую продукцию нашу дегустируют, потом мы отправляемся 6 километров примерно этот путь наш, 7 мест силы мы проходим. Первое место покаяния, потому что обязательно, потому что мы не с Луны упали, у нас у всех есть род наш, который стоит за нами, даже тех, кого нет. И они готовы нам помогать. Мужчинам, конечно, эта информация неинтересна, скептически они относятся, но это есть. Как говорится, верите вы в земное притяжение или нет, выходя с 9-го этажа, да, в окно, оно все равно срабатывает. Так же и тут. В общем, сначала со сна покаяния, когда мы просим прощения, и дальше идем, уже загадываем желания, которые сбываются на 3000%. Это все... Сколько там турист времени? Времени примерно мы собираемся обычно к 10 часам, если это не новолуние, которое в 8 утра, допустим, надо быть на месте силы, и еще в новолуние, когда солнце встречается с луной, мощное время. То есть можно ночевать, что ли? Ночевать пока нет условий у нас, да, но приезжают на такси, палатку с собой собирают. возьмете, ночуете. Можно, да, если хотите, у нас места Что это я красивые. буду в Так палатке вот, один? они проходят, мы проходим 7 километров, потом горячий обед, каши с тушенкой или так То есть далее. в эту сумму входит Это горячее? да, это Понятно. входит. Поэтому я говорю, что это Хорошо. ничего. Наверное, с 300 1 рублей ноября мы нормально. сделаем 500 Нормально. рублей с человека. Чай Вот. еще, да? А потом уже идут астрологические какие-то консультации, потому что все болезни, они всегда Сколько объяснимы. человек вы могли бы так принять? Сколько наш дом? Наш на 20? 25 рассчитан, да. 20 Другое можно, дело, да. что когда... Вот Чтобы работа- автобус придет туристический, 25 человек. Да, я хочу сказать про то, что места силы – это те места, когда мы работаем над собой. Мы можем воспитывать всех вокруг, это так легко и просто, когда надо работать над собой, это самая тяжелая работа. Подумать над собой, внутрь себя посмотреть, и когда приезжает 25 человек, то это, вот это вот происходит. Это пустая трата времени и денег Понятно, получается. но автобус нанимать Лучше поменьше. Да, но если вот Автобус очень заинтересованных, дорогой, 20 нет, тысяч. не тогда, когда, ой, да я посмотрю, что они там вообще придумали, там. Это нет, это не про это. А вот когда именно у вас есть, понятно, что к таким энергиям люди обращаются, когда есть проблема, или когда есть желание, или когда есть какая-то цель и задача, и не знаешь, с какой стороны к этому подойти. Тогда милости просим, мы научим, мы даем все инструменты от того, как работать с болезнью, как работать, раковые больные приезжают, а обиды в нашем организме – это опухоли. Вот отпустите обиды, научитесь с этим, тогда и пройдет. Я вот только, может быть, благодаря опыту сейчас могу с вами, мужчинами, разговаривать, потому что когда сначала жена закажет гороскоп, потом говорит, дай-ка мужу сделаю. Он говорит, да ерунда это все. Потом через неделю говорит, я хочу с этой Еленой встретиться. Потому что так как астролог, про вас больше никто не знает. И когда этот мужчина начинает плакать, когда ему 30-40 лет, потому что обида на отца такая жесткая, а она у него уже камнями в почках легла. Ну, в общем, это все очень взаимосвязано. Это называется тайны подсознания. Но не тайна подсознания. Это я просто говорю Можно про то, что сказать. это есть, и это работает. Да, И да. если это вам интересно, то милости просим. Навязываться я не Да, Ну, случайные люди, конечно, позвоним, я буду приезжают туда. распространять это сведения. А в интернете вы есть? ВКонтакте только. Мы вот в такую деревню приехали, где нет связи телефонной. Сын мне сделал, вот только через контакт. Там я могу со всеми отвечаю на вопросы. Ну, надо купить какую-нибудь штучку. усилитель. Как к вам приехать? Нет, как приехать? У нас потрясающая дорога, у нас асфальт до нас. До До Пыби. Болезина. Ну, через Пыби, от Пыби еще 4 километра. Нет, до Пуби асфальт, а дальше? Тоже асфальт. Тоже У нас асфальт, прям да? до дома Да. асфальт, да. Мы в Болезино жили, у нас грязнее было на улице. Да, У нас потрясающая артезианская вода, которую приезжают туристы, набирают. Потому что она очень чистая, ее даже спиртзавод наш, глазовская водка делается на нашей воде, потому что они там, у них прямой водопровод. Да, Сарапульскую. да, вот они, и даже они продают эту водичку, если видите,
бутыли 5-литровые, там внизу написано Веркестем. Это наша маленькая деревня. Вот, условия потрясающие, поэтому отдел культуры нами заинтересовался, чтобы возить туда туристов. Мы А рады. на грант не подавали вы? Ну, Какой-нибудь пытались, президентский? я говорю, что когда вот дали мне эту бумажку, чего там надо, чего там не надо, но оно мне Ужасно надо вот много. это. Да. Даже вот было предложение, что давайте сделаем кооператив пчеловодческий. Мы тоже подумали, вот я же вижу, Вам как это не пчеловоды. надо, Нет, вам не надо. понимаете, другая история. Вот когда случилось сейчас травля, да, пчел, когда они погибли, пчеловоды объединяются. Вот. Придет весна, станут на рынок, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, начинается конкуренция. Объединять пчеловодов очень сложно. Я думаю, мы сегодня это создадим, вроде с кем-то будем работать, остальные будут мимо, нет уже это, а отчетность там огромная. Мы уже, может быть, своими Сводите силами, много. да, тихонечко. А вы в Березино живете Да, или тоже? сейчас я хочу очень хорошо расскажите продолжить тоже. дальше. Чуть-чуть Ну, я расскажу про хорошо. то, что мы, вот в силу того, что мы ходим очень много, рассказываем про это, мы ездим по районам, вот вчера были в Игре, позавчера были в Юкаменском районе, вот в ЦСО приходим и рассказываем про нашу продукцию, то есть про нас писали в газете уже не раз. Доверие к нам растет и возникает, и поэтому мы помогаем реализовывать мед тем, кто не может этого сделать. Мы закупаем мед, ну понятно, у добросовестных Чего? пробуем, да, диастазное число, чтобы было, да, все в порядке. Вот, и мы можем закупать мед, и если у вас есть лишнее, мы купим, потому что нам его не хватает. Мы реализуем, ездим, пропагандируем себя. Если есть интерес, мой телефон можно вот Да, будет, да. И коврики, вот эти полушки, ну, куда купим, 250 до 250, могу за 250. Любого размера. Любого, ну не такой ведь. Положок на весь улик, да. Нет, 45 на 45 есть. Старый, может, тоже? Посмотрим. Если он мышами Нет. не поврежденный, конечно, да. Старый еще лучше. Мне нравится, когда вот там и Это 3-4 толстый, года, да. да, когда прополиса там побольше, получше. Вот. Так что, кому интересно, Хорошо. звоните. Спасибо. Спасибо. Давайте будем Да-да. Благодарю.